Такое знакомое, незнакомое место. Все чаще слышно от жителей Объятчева, когда речь заходит о центральной площади. Еще пару месяцев назад буквально убитая временем площадка без нормального освещения и асфальтом в крошку. А между тем это одна из главных рекреационных и развлекательных зон. Юбилейная площадь имеет особое значение для жителей села в целом и района, потому как здесь проходят основные праздничные мероприятия, народные гуляния. По выходным дням много жителей и гостей нашего села просто с детьми гуляют по нашей площади. Необходимость она давно назрела, потому как асфальтовое покрытие имеет множество трещин. Вообще некомфортно, освещенность была слабая. Долгожданная замена асфальтового полотна произведена в рамках проекта «Комфортная городская среда». Весомым дополнением благоустройства стали новые скамейки для отдыха и система освещения в виде фонарей и необычных светящихся сакур. На федеральные средства удалось также отремонтировать и памятник Ленину, который, к слову, уже давно нуждался в капремонте. Монумент был настолько в плохом состоянии, что местные даже обсуждали перенос вождя на окраину села, чтобы тот не портил облик райцентра. Но кусочек истории все-таки облагородили, укрепили фундамент, облачили мрамором основания и даже произвели его полную покраску. К слову, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году в регионе будет благоустроено 213 общественных территорий. На эти цели из бюджета всех уровней выделено более миллиарда рублей. В плане работ установка детских и спортивных площадок, ограждение, обустройство фонтанов, площадей для проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочных дорожек, скверов, а также парков и мемориалов. Это федеральная программа, она работает в населенных пунктах не менее 1000 человек, численностью. Поэтому в нашем районе 2 населенных пункта попало, это Объятчево и Летка. Лепту благоустройства Объятчева внесли районные власти на выделенные дополнительно средства из местного бюджета. Наконец, появилась мобильная сцена с модернизированным звуковым оборудованием и современной системой освещения. Впредь любимые фестивали и концерты станут еще зрелищнее. Закупили и 6 арт-объектов. Фонарные часы, амфитеатр для отдыха возле Дома кино и фигура совы, которая только ожидает своего монтажа, украсит центральную площадь. Остальные же 3 – арка в форме сердца, тематический мостик для молодоженов и фонари с инсталляциями в музыкальной тематике заняли места в парке культуры и отдыха. В текущем году удалось за счет средств местного бюджета направить дополнительные средства на развитие внутреннего нашего туризма. Оператором в нашем районе туризма является Центр изобразительного искусства и прикладного творчества. И благодаря усердной работе директора центра в текущем году появилось 6 уникальных арт-объектов, которые украсили историческую часть нашего села и стали дополнять этнотуристический маршрут, который есть у нас по Объятчеву. Сегодня в Объятчево действует аж 6 этнотуристических маршрутов. Сегодня их посещают порядка 2000 человек. И такое благоустройство, отмечает власти райцентра, точно позволит приумножить этот показатель. До конца года в селе также должны быть отремонтированы минимум 11 улиц, в числе которых Центральная, Мира и Интернациональная. А вместе с ними и тротуары, чтобы передвигаться по обновленному райцентру с комфортом могли как водители, так и пешеходы. Евгения Кладкевич, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Прилузский район.